А земля Чувашской республики. О, хорошего. Молодцы. Снова стадион, снова нескончаемая овация. Сама Елена Иванова признается, что до сих пор не может поверить в свой успех. Ее медали дорогого стоят. Девушка буквально открыла Чувашии путь к победному паралимпийскому пьедесталу. Спортсмены с ограниченными возможностями на играх представляли республику и раньше, но еще никогда столь успешно. Давайте поприветствуем прекрасную чемпионку Елену Иванову. Героев Лондонской паралимпиады снова награждают. Михаил Игнатьев вручил Елене Ивановой и ее тренеру медаль ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Спортсменка была удостоена и 2 ценных сертификатов на получение 2-комнатной квартиры и денежной премии. И это, отметил глава республики, лишь скромная дань благодарности. Вот так открывается новая страничка в истории чувашского спорта. Звезда Елены Ивановой на аллее чемпионов стала 26-й по счету. Поздравить легкоатлетку сюда пришли ее друзья, родственники и однокашники по спортивному клубу, где она начинала свой путь к успеху. Для меня это большая честь. Я горжусь, что буду стоять здесь и будут помнить мои в будущем дети, внуки и мной гордиться. И моя мечта сбылась наконец-то. Сейчас спортсменка получила небольшой отпуск, впереди свадебные хлопоты. Но уже в ближайшее время начнутся новые тренировки. Елена Иванова поборется за очередные медали на чемпионате мира во Франции и Паралимпиаде в Бразилии. В работе ее наставник и впредь намерен использовать уникальную методику. Это уже 3-я Олимпиада, моя, и, в общем-то, 3-я она более удачная, золото, тем более убедительно, 3 золота, поэтому, конечно же, и диссертация, которая сейчас связана, моя работа, тоже связана непосредственно с этим поздним методом. Андреев Андрей был 2-м на Олимпиаде, проиграл 1/100, проиграл, тем более он за 4 года освоил этот метод, и уже это тоже хороший результат был. Даже после свадьбы переезжать из республики чемпионка не планирует. На следующих стартах она тоже будет выступать за Чувашию. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.